Сәм мәне хундыта телео харкшат, мнодыр мане әвшын хрендасне шрета лама, паудын лама, сәм мәне. Амар мінде. Хунты паудын лама, мнодыр мане дамжоғымне бурят хылында зарёгдна, тегет мнойды овынхын бурят хве үткве, тегет орт хылындере дамжоға хымнегу. За тегилде яқып оды мұны зақташыне бурядучы толур болчан сак болады бәжбен. Тегет лылы шоқылла содыл бәйіні. За олын көде өйлі ғысты бәйін тұлы, елін көя залушыл өйлі ғысты бәйін тұлы орт хылындер хылы елді. Сегодня у нас в гостях Шрета лама Кренского Дацана Паудан лама. Паудан лама, около 5 лет назад на Сугунды, на собрании буддистов России, вы подняли вопрос об плачевном состоянии бурятского языка. Что подвигло вас поднять этот вопрос? Этот вопрос я поднимал давным-давно. Этот вопрос поднимали и до меня, поднимают и сейчас, и будут поднимать ее постоянно. Даже если мы возьмем великий могучий русский язык, то вопрос состояния русского языка поднимается постоянно. Да, постоянно поднимается. Поэтому вопрос плачевного состояния бурятского языка, он известен давным-давно. Многие люди поднимают вопрос, что подвигло? Подвигло желание видеть свой народ самодостаточным, чтобы человек мог спокойно изъясняться на своем языке и не чувствовал от этого дискомфорт. Если сегодня многие не говорят на бурятском языке, то от этого они чувствуют небольшой дискомфорт. Не будем говорить... Стесняются? Да, конечно, стесняются. Многие стесняются говорить, многие вот, моего возраста, моложе. Мое поколение. Твое поколение — это вообще отдельная тема, да. Это отдельная песня. Да, мы об этом будем говорить сегодня. Да, поэтому, если говорить о том, что все-таки подвигло, это состояние заботы о родном языке, о бурятском языке. Состояние, это душевное состояние, это внутренний мир человека. Многие могут думать об этом, многие могут даже говорить об этом, но немногие могут постоянно поднимать эту тему как злободневную. Мое же понимание сегодняшнего состояния языка, она идет, вот сейчас мне 58 лет, где-то начиная с 30 лет, да, она меня постоянно заботила. А вообще где-то 17 лет. Вот я учился в школе, закончил Мондицкую среднюю школу. С 1 класса, вот мое поколение, вот мой класс начал учебу чисто на русском языке. Но вы знали в этот момент бурятский язык? Да, конечно. Я пошел в школу, я не знал ни одного русского языка, ни одного слова не знал. И когда закончил, в нашем классе были ребята, которые буряты, которые постоянно говорили на русском языке. И вот, закончив школу, мы пошли к директору школы и спросили: вот мы закончили школу, а почему нам не преподавали русский язык? На что директор школы ответил нам: это был выбор ваших родителей. Выбор ваших родителей. Да, выбор родителей. Поэтому
в то время, когда буряты 99% говорили на своем бурятском языке, выбор родителей того времени был правильный, можно так сказать. Бурятского языка. Нет, обучение на русском языке, да, для них казался правильным. Правильно было. Да. В общем-то, нормально. Мы все говорили на бурятском языке, говорили хорошо, и сегодня говорим, но у нас не было, конечно, письменности, мы не изучали бурятскую литературу, мы не изучали бурятскую культуру. Это было большое упущение поколения того времени, старшего поколения. Да. Поэтому, когда я поднял на Сугунты вопрос бурятского языка, это был не первый Сугунты, где я поднимал. До него я поднимал это 2 раза. 2 раза. К сожалению, ламы не прислушались ко мне. И вот на последнем Сугунты, о котором ты упомянул, я там не просто поднял, я, можно сказать, образно стучал кулаком по столу. Поэтому, Поняли, прислушались. да, Но ведь многие этот вопрос поднимают, но практически ничего не делают. А что вы конкретно можете сделать для сохранения и изучения языка? для того, чтобы, скажем, власть прислушалась, власть поняла, что нужно как-то будировать вот языковую составляющую нашего народа, населения Бурятии. Должны быть не отдельные люди, которые поднимают вопрос состояния бурятского языка. Это должна быть организация, которая может поставить вопрос, организация, которому люди прислушиваются, организация, которая авторитетная. И мое понимание было именно таково, что буддийская традиционная санха России на сегодняшний момент очень, скажем, активная, активно действующая в обществе, она должна поднять и поднимать ежедневно вопрос о состоянии бурятского языка. А что сейчас она делает для сохранения, так сказать, буддийской традиционной санхи? Буддийская традиционная санха России делает, с одной точки зрения, довольно много. Вот, скажем, раз в 3 месяца собирают детей. Здесь проводится целый день, скажем, конкурсы на знание бурятского языка. Да, это довольно интересная тема, но я считаю, что этого недостаточно. Согласен, недостаточно. И эти конкурсы, как бы нужно их менять, как-то их может расширять, чтобы больше народу, и я сам эти конкурсы видел. И что бы вы изменили в этих конкурсах, потому что они проходят однотипно? Я бы конкурсы не изменял. Конкурсы, что-то любое, она имеет тенденцию развиваться. Да. То есть человек, который проводит эти конкурсы, это думающие люди, это активные люди, они постоянно что-то вносят свое, новое. Но за несколько лет никакого развития этого конкурса я не увидел, можно сказать. Да, Такой да. Почему? Потому что изучение бурятского языка, она вообще обучение, это государственная прерогатива, да? Да. Школьное обучение, детсадовское обучение, полностью выделяются деньги, финансирование от государства. Поэтому школы, детские сады – это основное место, где дети изучают язык. Вот мы просто как бы факультатив. Люди хотят, любители приходить, вот приходят. Поэтому что-то придумывать новое, чтобы она была какой-то струей новой. Это очень тяжелая работа. Я понял. Также я знаю, что вы часто ездите в Китай, в район Внутренняя Монголия. И ведь, согласитесь, они в чем-то похожи на нас, потому что Внутренняя Монголия находится в Китае, и там государственный язык китайский. И как обстоят дела во Внутренней Монголии с изучением и знанием родного языка? И в чем разница ситуации в Улан-Баторе и в Хохоту? В общем,
на юг, будем говорить, с одной стороны, меня подвигло желание распространять учение Тегилова, с другой, я там чувствую себя очень хорошо. Почему? Потому что здесь окружение говорит на русском языке. Я же хочу общаться со своими бурятами на бурятском языке. И когда кому-то говоришь на бурятском языке, и он говорит, я не знаю языка, говорите мне на русском, и еще довольно сердится, с недовольным тоном мне отвечает, мне, конечно, чувствую большой дискомфорт Да, это здесь, в Бурятии. В Монголии я чувствую себя очень хорошо, потому что кругом говорят на монгольском языке, а бурятский язык, известно, это монгольский язык, да. один из диалектов монгольского языка. А во внутренней Монголии там очень сильное давление китайского языка, Да, но я был свидетелем китаизации, так как я посещал внутреннюю Монголию в 2015 году. Наши знакомые, друзья, они с нами, с нами говорили по-монгольски, а между собой в основном по-китайски. Такая же аналогичная ситуация. да, но там ситуация чуть-чуть другая, в смысле того, что, можно сказать, где-то 75% монголов, живущих во внутренней Монголии, они владеют и китайским, и монгольским языком. Поэтому ситуация несравнимо лучше. С другой стороны, преподавание школьное, детсадовское идет 100% на монгольском языке. Вот, да, я поэтому увез туда своих детей. Потом, когда увидел, что в принципе дети могут учиться там, сделал набор. 5 человек уже закончили там 2-летнее обучение. Сейчас в этом году поедут еще порядка 10 с лишним человек. Поэтому, конечно, государство должно заботиться о том, чтобы малые народы изучали свой язык. Состояние образования между Китаем и Россией – это небо и земля. Если в России на обучение родного языка, там, скажем, в неделю там отводится 3-4 часа, то в Китае обучение монголов, других, скажем, малых народов, ну, скажем, тибетцев, да, там, это 100% родной язык. Китайский язык со 2 класса входит как предмет. Все предметы, математика, физика, химия, география и все остальное проходит на монгольском языке. И в школе запрещается говорить на китайском языке. Прямо как запрет идет. Прямо как запрет идет. Детские сады то же самое. Вот родители там, волею, скажем так, обстоятельств, которые не знают языка, или кто-то один из них китаец, скажем, муж или жена, они отдают своих детей в монгольские детские сады, где дети приобретают монгольский язык. И дети уже начинают обучать своих родителей монгольскому языку. Поэтому ситуация несравненная. Когда я спрашивал, как же это у вас получается, все-таки 1,5 миллиарда китайцев и горсточка монголов, да, и как вы умудряетесь сохранять свой язык, мне сказали, нужно уметь пользоваться Конституцией, нужно уметь пользоваться своим языком, желанием сохранить свой язык, желанием, чтобы этот язык был и развивался дальше, и выходил на международную арену. Поэтому они, конечно, в этом отношении, по сравнению с бурятами, это богатыри. Хорошо, я понял. А вот следующий вопрос о диалектах. Вы знаете, что в бурятском языке существует огромное количество диалектов. Это хоринский, баргузинский, тункинский. Очень много. И вот, может быть, коммунисты во время Советского Союза поступали правильно, когда вводили
один диалект для всей республики. И, может быть, эти диалекты, они наоборот нас как-то разъединяют. Что вы думаете по этому поводу? Вообще мы живем в сансаре. Да. В сансаре, где все имеет центробежную и центростремительную силу. То есть любое и бывает и притяжение, и отталкивание. Без этого нельзя. Сансара — это такое место, где действуют два закона. Поэтому любой язык на этой земле, он имеет много-много диалектов внутри себя. Внутри себя. Поэтому здесь никакого, скажем так, страшного ничего нет. Русский язык тоже самое. Вот, скажем, наши бурятские русские, они говорят на довольно интересном русском языке. Скажем, московские москвичи, у них русский язык тоже определенного, скажем, диалекта. Русские языки других регионов, скажем, Дальнего Востока, Сибири, Юга России, они тоже отличаются и довольно сильно. Поэтому, ну вот, скажем, во внутренней Монголии, да, и в Монголии у них тоже есть диалекты, поэтому ничего страшного нету. Внутренних монголов объединяет что? Внутренних монголов объединяет вертикальное монгольское письмо, которое было введено Чингисханом для монголов. И в свое время, да, в свое время мы все на нем писали. До 30-х годов после революции нас силком заставили отказаться, и монголы Улан-Батора Монгольской Народной Республики тоже так же поступили. Но монголы Китая, и здесь их огромная заслуга перед мировым сообществом, то, что они сумели сохранить в китайском мире свое вертикальное письмо. Сегодня монголы внутренней Монголии, у них диалектов больше, чем у нас у бурят. И нет у них такого обязательного одного языка, то есть одного диалекта, на котором должны все говорить все монголы. Есть баремжа халынкаш, то есть на котором можно, ну, скажем, это средние, к которым должны стремиться все монголы, которые должны все, скажем, стремиться понимать ее, да? Так называемый литературный, который у нас говорят, литературный язык. Коренский. Да, коренский, ага. Но все монголы, которые проживают во внутренней Монголии, они говорят на своих диалектах. В школе обучение идет на том диалекте, который в этом районе, скажем, присутствует. То есть да? даже обучение на разных диалектах. Да, конечно, конечно. И в этом отношении вертикальное письмо, оно очень такое хорошее, оно коммуникабельное, оно применимо для всех монголов. Вот в монгольском мире все монголы, несмотря на различия, огромные различия диалекта, вот есть харчо-монголы, которые очень трудно понимать, но вертикальное письмо все понимают. Так же, как иероглифы китайские, да? Китайцы между собой на своем языке китайском, они друг друга не понимают, но иероглиф один. Есть ли разные диалекты китайского? Конечно, поэтому это говорит о том, что во всем мире диалекты существуют, и он не разделяет народы. Спокойно можно объясняться на диалекте. Вот, скажем, ну, если ты не выезжаешь из своего района, ты привык. Я понимаю, допустим, хоринский, то есть баргузинский и другие диалекты, я их достаточно плохо понимаю, приходится переспрашивать, вот, понимаете? Это нормально, это общение. Одно и то же слово, просто ударение, скажем, не там ставит или произносит по-другому. Ничего страшного нету. Вот просто общение, вот, скажем, я бываю полгода во внутренней Монголии, для меня нет проблем, значит, общаться с монголами. Почему? Потому что я хочу их понять. Я хочу понять их, и я стремлюсь к этому пониманию. Для них мой язык довольно сложный, хотя я стремлюсь изъясняться на монгольском, на том диалекте, где я присутствую в данный момент, но в любом случае мой диалект, скажем, бурятский, там присутствует, и для них непривычно
слышать мою речь. Они привыкли к своим собеседникам, к тем монголам, которые там проживают, поэтому слышать меня довольно для них Непривычно. трудно, непривычно, но в процессе общения вот эта грань, она как-то обкатывается, и мы начинаем понимать друг друга. То же самое здесь, то же самое и в Бурятии. Диалекты, они существовали всегда, они не появились ниоткуда же. Какое-то время, скажем, 100 лет назад, 50 лет назад, они были всегда. И монголы при Чингисхане, в то время, в 13 веке, они различались точно так же, как сегодня. Языковое различие было огромное. Но желание понимать друг друга было, поэтому монголы смогли завоевать полмира, несмотря на диалектные различия. Хорошо. Вот я являюсь представителем, ну, можно сказать, молодого поколения. И вот я, если буду честен, скажу, что я и мои друзья и моего возраста обходятся без бурятского языка спокойно вообще. И мы между собой общаемся, только дома меня заставляют говорить на родном языке. А так в интернете, с друзьями я говорю все время на русском. И зачем вот нам знать свой язык, если мы как бы можем спокойно обходиться без него? Зачем? Но язык это прежде всего это культура, это основа культуры. Но ведь музыка же бурятская существует сейчас без бурятского языка. Много таких можно примеров привести. А музыка это отдельная тема. Музыка это отдельная тема, там нет слов. Музыка это через музыку можно многое выражать, в том смысле и не произнося ни одного слова. Но в любом другом, значит, даже в той же музыке основа всего – это язык. То есть бурятская музыка, которую ты сегодня пишешь, она возникла на основе бурятского языка, на основе слова, на основе, на словах, которых пели песни, и из них выросла музыка. Поэтому еще раз повторяю, что бурятский язык – это основа культуры. Если человек говорит, что он бурят, если он не знает языка, он не знает культуры. Если он не знает культуру, это бескультурный человек. Да? Согласись. Культуру какую иметь? Культуру своего народа. Культуру своего народа. Вообще, если мы смотрим на природу, мы видим разнообразие, огромное разнообразие всех трав, растительности, животного мира, все разное. Есть очень красивые цветы, ну, например, розы, да, которые многие любят. Есть пионы, есть подснежники, есть одуванчики. Наверное, многие любят розы, потому что они, в принципе, очень красивые и очень приятно пахнут. Да. Но что будет, если во всем мире будут расти только розы? Если не будет пионов, если не будет подснежников, если не будет одуванчиков, если не будет других цветов, если не будет разноцветия. То есть этот мир, в котором мы живем, это мир разнообразия. И именно это разнообразие, она исходит из самого состояния этого мира. Вот языковое разнообразие, она не от того, что люди хотят разъединиться, она возникает из собственной природы. И диалектное различие бурятского языка то же самое. Ну, скажем, тункинцы говорят на своем тункинском диалекте, да? Баргузинцы говорят на своем баргузинском диалекте. Хоринцы, кяхтинцы, селенгинцы, все говорят на чуть различающихся диалектах. Откуда возникает диалект? Вот агинские буряты, хоринские буряты, они говорят протяжно. Почему? Потому что они живут в том месте, где большие широкие просторы. Большие расстояния. Расстояние может быть не такое большое, но это просторы. Взгляд никуда не утыкается. И разговоры тоже такие же протяжные. И песни протяжные. Вот, скажем, монголы поют протяжные песни. И самые лучшие певцы протяжной песни живут на юге Монголии, где Гоби.
Так вот, буряты Тункинского района, их говор очень близок с курмканским, баргузинским. Вот баргузинцы и тункинцы в принципе говорят на понятном диалекте. То есть вот как музыкант, да, у них тональность одна. Почему? Потому что там горы и там горы. И вот они говорят так, как это в музыке можно сказать? Говорят, ну, идентично. Ну, идентично. Музыкальная какая-то тональность бывает такая, что... Да, примерно как на один тон приблизительно. Да. Почему? Потому что горы. Тункинцы говорят очень быстро. Если послушаешь баргузинцев и тункинцев, они говорят совершенно на разных языках, да? На разных. Диалекты очень разные. Да. Диалектное различие очень большое. Но вот если положить, скажем, на ноты, то они будут очень совпадать, очень близко. Да? По звукам, да? Да. Очень сходно. Очень сходно. Почему? Потому что там и там горы. Да, вот, скажем, акинские буряты и закаменские буряты, да? Между ними находится Тункинский район. Между ними. Но акинцы говорят не так, как тункинцы. У них более медленный, более такой обтекаемый, более мягкий разговор. И закаменцы то же самое. Почему? Потому что природа у них одинаковая. Поэтому молодые люди для того, чтобы быть самодостаточными, уважать себя, и что самое главное, чтобы уважали тебя, как бурята, да, должны знать свой язык. Я всегда говорю бурятам, которые приходят ко мне и начинают говорить на русском языке. Я говорю, ты знаешь бурятский? Он говорит, нет. Кто ты, русский? Нет, говорит, я бурят. Ну, бурят, ты должен знать свой язык. Ты когда в последнее время в зеркало смотрел себя, ты какое лицо там видел? Я служил в армии, в учебке в Самарканде. У меня были, соответственно, отсюда ребята, которые поехали служить со мной, русские ребята. И вот однажды мы там в разных ротах, друг друга далеко казармы стояли, но иногда встречались там, и тогда встречались, общались там, 5 минут, 10 минут такое время было. И вот парень, который был с Москвы, в моем взводе, в моей роте, значит, спрашивает однажды меня, и там с кем встречаешься постоянно? Я говорю, ну, земляки. А кто они, буряты? Я говорю, не, они русские. У него глаза стали еще больше. Знаешь? Да. Он говорит, ты посмотри на меня, это я русский. Ты посмотри на мои глаза, ты посмотри на мои волосы. После этого я посмотрел на своих русских, которые поехали со мной из Бурятии. Ну, если взглянуть глазами вот, чистокровного русского западного, да, на бурят, которые, на русских, которые отсюда поехали, конечно, сегодняшних русских, здесь местных, даже, может быть, 100% чистокровных, не смешанных с бурятской, скажем, кровью, там, ну, может быть, славянской кровью, там, белорусы, украинцы, может быть, такое, то есть европейские, чисто европейские, но просто от природы, здесь у нас, почему говорят солнечной Бурятии? Здесь много солнца. Да, ты смотришь на север, солнце находится с юга, и отсюда солнце с северной стороны бьет, заставляет тебя жмуриться. Поэтому буряты, которые проживают здесь, русские, которые проживают здесь, они со временем, у них глаза мышечные, чтобы защищать свои глаза, они тоже сужаются. Поэтому говорить о том, что буряты, молодое поколение, не должны знать свой язык, это большое-большое недоразумение молодого поколения. Любой народ, другие народы, любой народ, другой народ,
уважают только за то, что они сохраняют самоидентичность, они другие. Да? Если мы возьмем якутов, которые очень хорошо говорят на своем языке, возьмем тувинцев, которые очень хорошо говорят на тувинском языке и стараются свой язык сохранять и дальше, и вот спросим отношение их к нам, бурятам, к своим соседям, они скажут: ну, вы, ребята, плохие ребята. То есть то, что мы теряем свой язык, это слабость нашего народа. Да. Они понимают, что на человека, который предает самое родное, да, надеяться нельзя. С ним нельзя пойти в разведку. Даже те же русские, для них большую, значит, ценность представляют якуты и тувинцы. Почему? Потому что это надежные ребята. Они знают свой язык. И человек, который знает свой язык, который старается сохранить свой язык, он никогда не будет предателем. Человек, который предает свой народ, забывая свой язык, он Способен. через какое-то определенное историческое время, он с таким же успехом, скажем, начнет изучать китайский язык, скажет: ты не видишь, что ли, я китаец? Да? Да. Спокойно, потому что образование будет китайское, допустим, так пофантазируем, да? Образование будет китайское, поэтому для него не будет проблем. То есть человек, он приспособленец. К любому языку. К любому Природа так создана, что любой живой организм здесь на Земле, он должен приспосабливаться. Чтобы выжить, да. Все здесь приспосабливается. К холоду, к лету, к солнцу, к жаре, к воде. Поэтому если наступает какая-то другая климатическая эпоха, люди, конечно, живое существо любое начинает приспосабливаться. Поэтому все живые существа, абсолютно все, это приспособленцы. Абсолютно приспособленцы. Поэтому, с одной стороны, это нормальное явление, когда люди приспосабливаются жить же, да, в этом каком-то языковом мире. Но с другой точки зрения всегда нужно понимать, что ты живешь на той территории, которая принадлежала тебе, принадлежала этому языку, то есть этим растениям, этому животному миру. И если этот, скажем, волк живет на этой территории, да, но приходят откуда-то с другой стороны волки, они побеждают, эти вынуждены уйти, то это слабый волк. Слабый. Да, любое живое существо, те же олени, скажем, да, те же лоси или зайцы, то есть где они живут везде, везде, но имеют тенденцию при определенных климатических изменениях мигрировать. И они приходят на новое место, где уже живут другие, и они вынуждены с ними бороться. Если в этом месте живут очень сильные животные, они не пускают чужаков, или же начинают вместе жить. Поэтому, когда растения то же самое, растения бывают, скажем, в этом мире, откуда с другой стороны привезли и посадили здесь, да? У него здесь очень понравились климатические условия. Это растение начало очень сильно расти. И он начинает превращаться в сорняк, то есть вытесняет все остальные растения. А какое отношение это имеет сейчас к языку в сравнении с животными и растениями? Потому что мы все живые существа, да? Абсолютно верно. Да, растения, животные, человек – это живое существо. Поэтому законы живого мира, биосферы, она действует на всех живых существ, в том числе и на язык. В том числе и на язык. То есть человек приспосабливается. Но вот скажи, кого ты больше уважаешь? Приспособленца, который постоянно приспосабливается, на него нельзя надеяться, или на человека, который прямой, иногда бунтует, иногда, слушай, дерется, но на которого можно надеяться?
Ну, на того, на кого можно положиться. Да, на приспособленца нельзя положиться. Приспособленец, он живет для себя, Для себя. чтобы самому выжить. Он не думает об остальных. Поэтому сегодня, То есть приспособленец это эгоист. конечно, эгоист. Конечно, эгоист. То есть сегодня в нашем бурятском мире, бурятском народе приспособленцев развелось очень много. Очень много. Те люди, которые говорят, что сегодня бурятский язык не нужен, они, ну, мягко говоря, нехорошие люди. Но если он не используется, если к нему нет интереса, если все молодое поколение говорит по-русски, но если и он не интересен, то для чего он нужен, по сути, объясните? Нет такого понятия неинтересен. Нет Вот у сейчас тебя, интереса к бурятскому значит, языку. да, значит, есть нации, скажем, немцы, японцы, китайцы, американцы, есть буряты, есть якуты, эскимос, другие народы. Вот если мы возьмем технический прогресс сегодня, да, сегодня, где у нас чьими телефонами мы пользуемся, чьими смартфонами мы пользуемся, где техническое развитие очень сильно развивается, да, которые идут впереди планеты вся, то это в Штатах, в Японии, да, в Китае. Но наши родители, скажем, простые рабочие, простые крестьяне, рыбаки, там, земледельцы, они не могут выдать на гора то, что нужно в современном мире. Но мы же от них, от родителей не отказываемся. Если наш язык сегодня не приспособлен, скажем, к этому миру, мы таким же образом не должны отказываться от родительского языка. Ну, а что мы можем сделать, чтобы приспособить свой язык к сегодняшнему миру? Во-первых, нужно самосознание лично каждого человека. А общество состоит из отдельных личностей. И вот какие личности там преобладают в этом обществе, такое общество и состоит. Один великий наш лама в своем учении говорил, что народ, он в принципе разделяется на мужчин и женщин. Это общеизвестно, да? Женщины выходят замуж. Хадамда гора на любом языке, вот выходит замуж. Соседка приходит, где Катя? Вышла замуж, то есть вышла из дома, ушла. Хадамда гора, ханха гора, гыртан гора дяпшо, ушла из дома, да? Хадамда гора. Она ушла. Женщина, это которая уходит из этого дома. То есть это нормальное состояние. Она вышла замуж, она поменяла фамилию, у нее нет рода. Она приняла род своего мужа, и дети ее принадлежат к роду мужа. Угу. Мужчины – это очень сильные личности, которые, опять же, берут женщину с другого рода, который ему рожает детей, у него род становится более, в количественном отношении более многочисленным, сильным. Поэтому общество, народ в таком же смысле, она имеет или мужское начало, или женское начало. К сожалению, должен сегодня сказать, что в бурятском обществе преобладает женское начало. То есть мужики – это не мужики, это подобие мужчин. Выходит замуж, меняет фамилию, образно говоря, да? Вышли замуж за русских. Он, женился на бурятке, фамилия бурятская, имя бурятское, но не говорят на русском языке. То есть он вышел замуж за русский язык. Это человек, в котором преобладает женское начало. Это не мужики, это не мужчины, это не богатыри, это слабый пол. И вот этот слабый пол преобладает. И вот если молодое поколение хочет в глазах русского сообщества, в котором живет очень много национальностей, быть слабым полом, то это их выбор. Что тут сделаешь?
И лично я хочу оставаться мужчиной в любой сфере, чтобы мне не говорили: ты девочка, ты баба, ты размазня, ты не можешь защитить своих детей, ты не можешь защитить свой дом, ты не можешь защитить свой язык, ты приспособленец. Нет, я не хочу этого. Я хочу быть человеком, который идет против течения. Сегодня в нашем государстве преобладает течение, где хотят всех научить и объясняться только на русском языке. То есть образование у нас... Стеснение языков получается. Да, да, конечно, конечно. Об этом не говорят, но это идет. Это идет. Преобладание такого желания всех сделать русскоязычными, она преобладает в обществе. Она преобладает сегодня и в бурятском обществе, то есть в бурятском народе. То есть буряты сами по себе, как женское общество, она приспосабливается, она хочет выйти замуж за русского, за русский язык. И там приспособиться, жить как-то ему удобно. Но есть народы в этом нашем российском государстве, которые не хотят, в котором преобладает мужское начало. Скажем, наши соседи якуты, тувинцы, да? Которые очень сильно защищают свой язык, которые между собой говорят только на своем языке. Вот я был в Якутии, был в Туве, и первый вопрос, который подходит и начинает объясняться, они, если якут подошел, он спрашивает, разговаривает со мной на якутском. Когда я ему говорю, я бурят, ему по барабану. Он дальше говорит на якутском. Даже если вы не понимаете. Он понимает, что я не понимаю. Он понимает. Но он таким образом заставляет чувствовать меня второсортным человеком. Ты, говорит, нехороший, у тебя женское начало, ты девочка. То же самое тувинцы. Тоже тувинцы. Они вот таким образом, любое общество защищает себя. Вот государство, да? У государства есть границы, да? Человеческое тело тоже есть границы. Ну, скажем, видимые это кожа, Да. под ним мышцы, да? Под ним кровеносные сосуды. Вот это можно сказать границы, которые через со внешним миром, да? Потом есть снова защита человека, это его язык, да? Другие не понимают, о чем мы с тобой говорим на своем родном языке. Это защищает нас от врага. Когда мы говорим на своем языке, он не понимает. Он не понимает. Есть культура. Да, конечно. Все в этом мире существует для того, чтобы человек выжил, чтобы животный мир, живой мир выжил. И для этого она приспосабливается, она принимает разные формы самозащиты. И язык – это основной, через который народ не просто самосознание, там, самоидентичность, но и способ защититься.